Ух ты ж. Меня зовут Анатолий Федоренко. Я delivery менеджер в Mendevs. Стаж у меня именно в delivery менеджменте чуть больше года. Вот до этого я работал бэкэнд разработчиком. Иногда и этим, но в целом delivery менеджер на старорусском, наверное, будет звучать работа с клиентами. То есть я работаю с клиентами. То есть если клиент уже потенциальный, да, приходит, говорит: ребята, мне там нужно вот то-то, то-то сделать, то delivery — это первый человек, который его встречает в компании. Есть у нас разные виды delivery менеджеров, но в частности я занимаюсь тем, что встречаю новых потенциальных клиентов, разговариваю с ними, выясняю их проблемы, хотелки, запросы и непосредственно собираю для них команды. Вообще изначально я учился на менеджера. Я заканчивал АУЦА по направлению управления бизнесом, и в какой-то момент мне хотелось что-то сделать, да, руками, условно говоря, но это не стулья, столы, как у нас были уроки труда, да, это что-то вот электронное. Окей, я попрограммировал, 3 года мне, в принципе, хватило, чтобы дорасти до мидла, и, соответственно, я, посмотрев вокруг, в какой-то момент понял, что delivery management все-таки ближе мне, потому что я все-таки больше люблю коммуницировать с людьми, я больше люблю решать какие-то эфемерные проблемы, да, и как-то более открыт именно вот в направлении этой профессии, нежели чем программирование. Если это обычный to-do-лист, он может стоить от 20 тысяч до 200 тысяч долларов, может быть, даже и больше. То есть в зависимости от того, сколько там настроек, сколько там фичей, где вы хотите это, чтобы было там в телефонах, просто в вебе, не знаю, в консоли, да, банально. То есть это очень разные вещи. Первое — понимать, насколько тебе это интересно. То есть у нас, когда вот мы нанимали одного парня в компанию, человек, который его нанимал, сказал, что, знаешь, Толик, лучше мотивированный джун, чем немотивированный сеньор или middle. Соответственно, это очень большая мотивация, да, потому что в IT действительно надо очень много трудиться. Это первый момент. Второй момент, может быть, наставник, кто-то, кто мог бы подсказать действительно, как, что, какой-то правильный путь. В-третьих, это умение, как бы это странно, банально не звучало, это умение общаться, умение взаимодействовать с другими людьми, потому что одному человеку сделать действительно хорошее, стоящее приложение, как, допустим, to-do-лист, да, нормальный, в нынешнее время очень тяжело. То есть, да, вы можете зайти на какую-нибудь обучалку, какой-нибудь Udemy, там есть курс, они вам покажут, как сделать клон чего угодно, да, там, Инстаграма, Твиттера, Фейсбука, но это ничего не значит. То есть ты не сможешь его сделать так, чтобы он работал так, как Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и так далее. В одиночку делать реально классные продукты очень тяжело, поэтому взаимодействие с другими людьми, работа в команде, адекватность прежде всего, просто человеческая адекватность — это очень важно. Сейчас, именно вот в данный конкретный день, месяц, год, это критически важно. То есть если ты знаешь английский и не просто знаешь, как бы можешь читать, но еще и говорить на нем. Сейчас да, сейчас не возьмем. Если ты, допустим, хочешь программировать в Кыргызстане, то ты в любом случае будешь сталкиваться с английским языком, и у тебя есть возможность программировать из Кыргызстана в какой-нибудь компании США, то есть ты просто нанимаешься туда, или, допустим, через нас ты тоже будешь программировать, скорее всего, в каком-то международном проекте, и без знания английского языка ты просто это не сможешь сделать. То есть ты будешь рассчитывать на какого-то другого человека, что он для тебя что-то переведет, ты хочешь что-то сказать, но ты не сможешь это сделать, и, в общем, куча проблем. Английский сейчас — это прям must-have, даже, наверное, больше, чем
само знание языка, потому что знание языка потянуть очень легко, а английский для многих людей все еще остается таким труднодоступным языком.